Мы сейчас находимся на кладбище Тегель в городе Берлине, где покоится таджикский режиссер Бахтиёр Худойназаров. Цунвас, вы его ближайшим другом были. Скажите, пожалуйста, почему именно Берлин стал последним местом, где жил и теперь вот покоится Бахтиёр? Ему нравился этот город. Вот. На самом деле этот город, он воплощает собой такую тотальную, наверное, демократию, свободу. Для человека, вышедшего из Советского Союза, да, для человека, тем более уже не было, когда он стал здесь жить, да? Да, тем более для человека оттуда, как мы всегда говорим, здесь он находил, для своей души, для своего творчества, он питался этим. Вот, он находил очень многое. Он сам рассказывал, что часто он гулял по ночному городу, подходил к этим мостам. Особенно он любил почему-то такие железные мосты с такими клепками, которые были сделаны еще, наверное, там лет, наверное, не менее как 100 назад. Это мне немножко напоминает кадры из фильмов «Братан». Там Вот, есть вот это да, вот ему это очень нравилось. Он с железной дорогой. Да, наверное, он сам тоже всегда был в пути, да, где-то? Да, он был всегда в движении, это однозначно. Бахтиёр скончался от тяжелой болезни. Мы знаем, что последние недели его жизни были очень тяжелыми. Он здесь лежал в больнице. Расскажите об этом, потому что мы знаем об этом не так много, но в то же время мы знаем, что здесь была большая роль его друзей, которые помогали, которые до конца были рядом. Расскажите о последних его днях. Как известно, от болезни не застрахован никто. И эта тяжелая болезнь, такая коварная болезнь, она настигла Бахтияра в его 49 лет. Болезнь, можно сказать, неизлечимая. Вот. Переносил он ее, на удивление, стойко. Вот. Он знал свой диагноз? Он знал свой диагноз, но он не показывал своим видом, что он страдает. Он сохранял, это благодаря силе его духа. Вот он сохранял эту силу духа до последних дней. Лежал он в клинике Шарите. Вот. Здесь не последнюю роль, я это отмечу отдельно даже, сыграла знаменитая актриса Чулпан Хаматова. Которая сыграла главную роль в «Лунном папе». Да, она сыграла главную роль в «Лунном папе». Это, наверное, ее одна из лучших ролей. Вот. Она, благодаря своим, наверное, связям, она помогла. У нее еще и фонд. Да, благодаря своему фонду, связям, она помогла Бахтияру, и он провел остаток своих дней в хорошей, чистой, ухоженной палате в клинике Шарите, где его навещали друзья, родственники, мама. Смерти он, на мой взгляд, не боялся. Это было удивительно за ним наблюдать, но в нем не было страха перед тем, что он уйдет навсегда. Вот он до последнего дня шутил, смеялся, потому что ему давали обезболивающие, да. Он не чувствовал той боли. Вот. Но тем не менее, он-то прекрасно осознавал, что ему оставались считанные дни. Цунвас, решение о том, чтобы не хоронить его в Душанбе или в той же Москве, где он тоже провел очень много времени, а именно в Берлине. Вот почему, с чем это связано? Это же он принимал такое решение сам? Я знаю, что вы спрашивали его об этом. Да. Мы чувствовали, что он скоро уйдет, да. И мы поставили перед ним такой конкретный вопрос. Да. Где бы ты хотел быть похороненным? Дали ему несколько вариантов. Предложили, несколько вариантов. Да. Берлин, Москва или отправить на родину в Душанбе. Да. Он выбрал Берлин. Почему? Почему, он объяснять не стал, но он сказал: я
хочу быть похороненным в Берлине. Над чем он работал последнее время, вот до смерти? Что осталось незавершенным? И какова будет судьба этих проектов? Ну вот после его самых значимых работ, это «Братан», «Кош-Бакош», «Лунный папа», он сделал Так называемые несколько... таджикские часть его жизни. Да, это, наверное, была такая трилогия даже, Да. да, можно назвать. После этого он сделал несколько работ для российского телевидения. Вот. Затем он как бы стал возвращаться к этой вернее, наверное, к тем темам, которые были ближе для его творчества, для его души. Какие Вот. именно? Вот почему это важно в его Да, отношении? это очень, очень важно в смысле того, что творческому человеку необходимо иметь подпитку. Мгм. Подпитка идет от корней. Вот. Наверное, он в какой-то момент посчитал, что он от корней довольно сильно оторвался. Вы имеете в виду после «Лунного папы» его период работы на российском кино? Да. Игровые его фильмы. Это Да. «В ожидании моря», это «Танкер Танго». Да, но «Танкер Танго», фильм «Костюм» или «Шик» его Да, так «Шик» еще называли, был, да. Потом «Гитерию майора Соколова». Вот. А в фильме «В ожидании моря» он уже стал возвращаться к теме Средней Азии. Этот фильм посвящен экологической катастрофе Аральского моря. Вот. Это уже тема стала близка ему, потому что она была все-таки из тех краев, откуда он имел свои корни. Но в голове у него всегда зрела еще одна, или была одна идея, которая вызревала медленно. Это фильм, не фильм, это идея, основанная на традициях, среднеазиатских традициях или на исламских традициях. Это халала. Вот. Когда, ну, если коротко, когда Муж и жена разводятся. муж и жена разводятся по потом каким-то решают причинам. сойтись снова, Да. и женщине нужно один раз выйти замуж за другого человека. Да, вот под каким именно углом он хотел ее там более глубоко рассматривать и какой посыл сделать, ну, это он не говорил, но он попросил написать сначала короткий синопсис, вот, и мне удалось это сделать. Мы потом его расширили до сценарного формата. Бахтияр нашел продюсера в Берлине. Ага. Вот продюсер заинтересовался, он Вы планировали снимать его в Таджикистане, да? Да, он выкупил права, он уже был готов организовать съемки в Средней Азии, но не хватало, конечно, средств не хватало. Ну, вы не помните, какие были последние его слова в жизни? Самые последние слова в его жизни, это он сказал своей маме. Он сказал так: «Мама, это конец».